Докладчиком будет Mouvement Démocratique National, Choix démocratique du Turkménistan, а потом Protection of Rights Without Borders, защита прав без границ. Спасибо модератору за предоставленное слово. И я хотел бы также поблагодарить организаторов конференции за организацию этого важного мероприятия. Меня зовут Сердар Хаджинепесов, я представитель демократической оппозиции Туркменистана, Варшавский штаб. И преступно-легитимное правительство Туркменистана выходит за рамки судебного производства и других нормовых прав активистов. Например, где они открыто показывают, что являются прислужниками кремлевского путинского режима. И опять же затрагиваю внимание, что в 2021 году был убит маленький ребенок, 14-летний спортсмен, у которого были надежды на будущее, родители, которые тоже обратились. До сих пор еще официальные преступники не задержаны, которые скрываются самим правительством в лице двуглавых президентов страны, отца и сына. И также хочу привлечь всех внимание на этого молодого блогера Мухаммеда Мамедова, который был убит в неизвестном обстоятельстве, зверски убит до неузнаваемости на территории Ашхабада. И до сих пор неизвестно, кто его сделал. И весь народ, и почти со все мы прекрасно знаем, что за этим скрывается правительство, так как этот человек был лояльный, он был правильный, говорил всегда правду и никогда не хвалил правительство за то, что они делают с Туркменистаном. А также представляю к вашему вниманию Фархада Миманкулыева, который исчез 19 мая 2023 года на территории Турции в Стамбульском полицейском участке, и до сих пор неизвестно, где он есть. Есть разные слухи, что правительство его уже турецкое давно экстрадировало в Туркменистан, и там ему дали не только 22 года, а уже он, может быть, даже и скончался в тюремных застенках. И также хочу еще призвать, что за последние 3,5 года появившееся новое политическое движение граждан Туркменистана в лице молодежи и новых оппозиционных движений, мы до сих пор туркменский народ запрагивает всякими методами убеждениями правительственной организации для отдельными лицами и сравнивают это, вы хотите, с Афганистаном или с теми, и тем самым откровенно показывают, что события Казахстана январь-22, Казахстан август-22, может повториться в случае с туркменистанцами. И в соответствии с этим предлагаем организовать мониторинг не только для народа Туркменистана, а для всех народов Центральной Азии и бывших стран Советского Союза, чтобы была возможность избавиться демократическим путем от путинских, кремлевских марионеток власти, которые не дают реализовывать демократические планы и не дают людям жить. Спасибо большое всем. Спасибо.